Добрый вечер. В эфире информационный выпуск «Амшек Шара». По традиции расскажем о самых главных темах сегодняшнего выпуска. На базе Абхазского научно-исследовательского института сельского хозяйства состоялся круглый стол возрождения эфиромасличной отрасли республики, преемственность поколений как основа будущего. Полевой научно-археологический семинар, приуроченный к 85-летию археолога и академика Олега Бгажба, прошел в заповеднике замок Баграта. Один из концертов фестиваля «Хибла Герзмава приглашает» прошел в Тхорчалском районе у стен Бегитского собора, возведенного более 1000 лет назад. По итогам предыдущих аварий и прекращений подачи электроэнергии для проведения тестирования противоаварийной автоматики на Ингургэс были привлечены подрядчики из Чехии и Германии. Проведение теста было необходимо для определения причин срабатывания противоаварийной автоматики. В ходе проведенных работ неисправность была устранена. В настоящее время ведутся работы по устранению ошибки в работе автоматики. После двух первых обесточений, глубоких и довольно-таки продолжительных, руководством Ингургэс было приглашены их подрядчики из Чехии и Германии, которые налаживали противоаварийную систему защиты и автоматики. И вчера они проводили, по той информации, которая у меня есть, тесты на причине выявления неисправностей. В результате обратно сработала противоаварийная автоматика, отключились все генераторы Ингургэса, они остановились. И произошло обесточение. На сегодняшний день причина неисправности определена. На самом Ингургэсе начаты работы по устранению этой ошибки в работе системы автоматики, и противоаварийной установки автоматики. Думаю, по устранению этой причины, таких случаев, надеюсь, что больше повторяться не будут. Отключение произошло от обстоятельств, абсолютно от нас не зависящих, в силу того, что в управлении, в работе и в Ингургэсе Черноморэнерго не принимает практически никакого участия. Так что работы ведутся. Очень надеемся на скорое их завершение и впредь, что не будет повторяться таких историй. Отдел уголовного розыска УВД по городу Сухум проводит оперативно-розыскные мероприятия по подозрению лица, произведшего выстрелы из огнестрельного оружия в жителя столицы Адлиба Арцаху Сергеевича 1967 года рождения. На месте преступления работает следственно-оперативная группа и криминалисты столичного УВД. Установлено лицо, причастное к совершению данного преступления, Адлиба Георгий Нязбеевич 1965 года рождения. Пострадавший с огнестрельным ранением был доставлен в республиканскую больницу. Приняты меры по задержанию подозреваемого. Отдел уголовного розыска столичного УВД проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание жителя города Сухум Квикискири Ахры Геннадьевича 1990 года рождения, подозреваемого в причинении телесных повреждений жительнице города Черкесск 1989 года рождения. Преступление имело место 2 августа примерно в 2 часа ночи в районе кафе-бара «Немо» по Кадурскому шоссе. По данному факту отдел дознания МВД проводит доследственную проверку. По поручению генерального прокурора Адгура Агерба прокуратура Сухума начала внеплановую проверку деятельности БТИ столичной администрации. В ходе проверки надзорное ведомство даст правовую оценку соблюдению законодательства при проведении технической инвентаризации объектов недвижимости, законности решений, принимаемых должностными лицами БТИ, порядку оформления, учета, хранения и выдачи технической документации, соблюдению установленных сроков оказания госуслуг, исполнению антикоррупционного законодательства по предотвращению конфликта интересов, а также соблюдению служебной и исполнительской дисциплины. По результатам проверки прокуратура примет комплекс мер реагирования для устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности.
Меры по усилению борьбы с коррупцией обсудили в Генпрокуратуре. Оперативное совещание провела начальник управления права и надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции Зарина Саблирова. В совещании прокуроры Сухума районов республики, а также военные, транспортные и природоохранные прокуроры и их помощники. Участники обсудили исполнение решений координационного совещания руководителей правоохранительных органов от 26 июня текущего года. Основное внимание уделили прокурорскому надзору за расследованием коррупционных преступлений, а также проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов госвласти и местного самоуправления. Кроме того, были рассмотрены вопросы проверки правовых актов, затрагивающих права граждан, предпринимательскую деятельность, земельное, налоговое и бюджетное законодательство. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Сухумского городского суда. Одна вакантная должность. Заявление на занятие вакантной должности судьи и приложенные к нему документы представляются кандидатам на должность судьи в квалификационную коллегию лично, либо по почте. При соответствии требованиям судьей районного суда может быть гражданин, достигший возраста 30 лет и имеющий стаж работы по юридической специальности не меньше 5 лет. Прием заявлений кандидатов на должность судьи осуществляется в помещении Верховного суда Республики Абхазия с 7 августа по 21 августа 2026 года включительно. В Минздраве России прошла встреча министра здравоохранения Абхазии Астамура Гуни и министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и наметили планы на перспективу. Астамур Гуня выразил благодарность российским коллегам за системную поддержку, отметив высокий уровень взаимодействия, который был достигнут ранее и будет последовательно развиваться. Глава Минздрава Абхазии подтвердил настрой на дальнейшее конструктивное сотрудничество, отметив, что регулярные визиты специалистов Минздрава России в Абхазию, ВКС-совещания и телемедицинская консультация уже сегодня помогают оперативно решать вопросы организационного и медицинского характера. Со своей стороны Михаил Мурашко подчеркнул достигнутые успехи сотрудничества и выразил уверенность в достижении намеченных планов. На базе Абхазского научно-исследовательского института сельского хозяйства состоялся круглый стол возрождения эфиромасличной отрасли Республики Абхазия. Преемственность поколений как основа будущего. Мероприятие стало площадкой для открытого диалога между представителями органов госвласти, науки, производства, медицины и общественности по вопросам сохранения научного наследия и развития современной эфиромасличной отрасли. Подробности в репортаже Гугу Цивардания. Возрождение былой славы и передача опыта. В Абхазии делаются важные шаги по восстановлению эфиромасличной отрасли. Сегодня компания «Анра», основанная предпринимателем и меценатом Бесланом Шакая, уже производит натуральные масла и гидролаты из местного растительного сырья. Мы активно осваиваем рынок Российской Федерации, но главное, у нас появился первый международный заказ в Казахстан. Я думаю, что с Божьей помощью на следующей неделе мы его реализуем. К сожалению, пока в нашей республике нет культуры принятия эфирных масел и гидролатов, но мы ведем определенную работу для разъяснения людям их высокой значимости. Однако главная цель масштабнее – объединить единомышленников и вернуть республике статус центра эфиромасличного производства, каким она являлась в советские годы. Мы хотим правильно, вовремя использовать тот богатейший и ценнейший опыт, наследие, которое нам досталось от наших отцов и дедов времен Советского Союза, что очень важно. Для чего это? Для того, чтобы Абхазия жила по-другому и воспринималась во всем мире не только как туристическая и цитрусовая республика, как территория, которая способна вырастить, воспроизвести высокотехнологичную продукцию на базе абсолютно натурального сырья. Чтобы обсудить будущее отрасли, за круглым столом собрались ветераны производства, молодые специалисты, представители министерств, бизнеса и сферы здравоохранения.
Министерство экономики готово помогать при реализации этого проекта. Для того, чтобы приступить к работе, мы от вас будем ждать бизнес-план и другую документацию, которая подтверждает, что действительно этот продукт в таком объеме можно произвести на территории Абхазии, что у нас есть компетенции, имеется в виду кадры, которые знают, как это делать. И в последующем готовы прорабатывать. Чем больше в Абхазии будет проектов, которые позволяют экспортировать произведенную здесь продукцию, тем качественнее и быстрее будет рост нашей экономики. Поэтому всецело готовы поддерживать, ждем вашего шага. Эфиромасличная отрасль – это важнейшая часть научного, исторического и природного наследия Абхазии. В советский период в республике действовала сильная научная школа, работали опытные станции, разрабатывались уникальные технологии выращивания и переработки культур, а абхазская продукция ценилась далеко за пределами страны. В Очинчирском районе непосредственно эфирно-масличными культурами занимались 3 хозяйства. Это Меркурский эфирно-масличный совхоз, Моговский и Головной Тамышский совхоззавод. Я говорю только о Очинчирском. В Гале соответствующий завод был, в Бабушарах был соответствующий тоже завод. На первом месте у нас герань была. В послевоенное время производство остановилось, но абхазские ученые бережно сохраняли уникальные образцы растений на протяжении более чем 30 лет. Благодаря этому подвигу ценные виды не утеряны, а традиции могут быть переданы новому поколению. После окончания войны для сохранения аграрной науки в Абхазии правительством было принято на базе бывших опытных станций сельскохозяйственного профиля создать НИИ сельского хозяйства Академии наук Абхазии. Так как там более 6 опытных станций существовали в Абхазии по разным направлениям, касающимся аграрии, но после создания института все они были союзного подчинения. У них обеспечение и возможности совершенно были другие. А когда уже создали мы институт, мы решили сохранить все основные направления в будущем, которые будут необходимы для республики. К дискуссии подключились и ведущие российские эксперты, которые готовы оказывать всестороннюю поддержку и делиться опытом с абхазскими коллегами. Сегодня была уникальная возможность познакомиться с вашими абхазскими коллегами, которые невероятными усилиями сохраняли как раз те традиции, которые уже более 100 лет здесь в Абхазии. И вы знаете, тогда прозвучала такая цифра, что 986 миллионов было выделено на то, чтобы поднять эфиромасличное производство в Крыму. Это было в Крыму в 2015 году. И я думаю, что вы, наверное, наслышаны о том, что сейчас там возрождаются эти традиции, эфиромасличное производство существует, развивается. Но когда мы переехали 5 лет назад сюда, в Сочи, вы знаете, мы начали искать, что в Абхазии точно что-то должно было быть. И судьба нас свела с Бесланом Борисовичем, наверное, не просто так. И вы знаете, я точно уверена в том, что это нужно делать. В экономии есть такое понятие «быстрые деньги», да, и стабильные. Вот, наконец-то я рада, что помимо того, что Абхазия занималась туризмом, потрясающими мандаринами, на которых я выросла. И сейчас пришло возрождение эфиромасличной отрасли. Я благодарна нашему знакомству с Бесланом Борисовичем еще по благотворительному фонду «Ашаном». Да? И сейчас на базе его предприятия, эфиромасличного производства, я создала 11 продуктов, и это не предел. Главы МИД и Министерства культуры Абхазии назвали эти инициативы прорывными и отметили, что они принесут реальную пользу и будут способствовать укреплению авторитета страны. Те выкладки, экономические показатели, которые были нам представлены, пока что в очень таком предварительном виде.
но это не должно абсолютно нас смущать. Они уже свидетельствуют о том, что для небольшой страны, каковой является Абхазия, это может быть еще одним очень амбициозным, важным направлением. Это может стать сферой с очень высокой концентрацией прибыли. Это может быть совершенно такой прорывной, не побоюсь этого слова, проект. Если мы говорим о сегодняшней инициативе, конечно же, я лично рассматриваю подобную инициативу именно как часть развития креативной экономики. Экономики, где, наверное, главной ценностью становятся в первую очередь это знания, культура, талант, национальная самобытность. И у нас, у Абхазии, есть все предпосылки для того, чтобы создавать не только качественные продукты, но и, что самое важное, на мой взгляд, создавать наши собственные культурные символы, которые будут узнаваться далеко за пределами нашей республики. Организаторами круглого стола выступили Институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии и компания «Анра» при поддержке культурно-благотворительного фонда «Ашана» и российских партнеров. Главным итогом встречи стало решение о создании профильного экспертного сообщества и специальной рабочей группы. Именно они подготовят предложения по развитию отрасли и определят дальнейшие шаги по реализации программы для ее полного возрождения. Гугу Цавардани, Алексей Гухова, Абхазское телевидение. Полевой научно-археологический семинар, приуроченный к 85-летию археолога и академика Олега Бгажба, прошел в заповеднике «Замок Баграта». Прозвучали доклады, посвященные изучению материальной культуры Абхазии, а также о научной деятельности Олега Бгажба. Это первая конференция такого формата, проведенная в заповеднике «Замок Баграта». Подробности в материале Айлиты Арутюнян. Заповедник замка Баграта выбран не случайно. Именно здесь, будучи аспирантом, Олег Бгажба впервые участвовал в проведении археологических раскопок. Олег Ухутович был большим профессионалом, чей вклад в развитие абхазской науки невозможно переоценить. Он проводил раскопки поселений, могильников, соборов, архитектурных комплексов древней и средневековой Абхазии. Заведующий отделом археологии Абиги Иналджопу отметил, что археолог участвовал в Цабальской экспедиции, занимался исследованием древнего Цабала вместе с Юрием Вороновым. Следует отметить, что это один из важнейших памятников Древней Абхазии. В 1968 году начинает свою трудовую деятельность в отделе археологии Абхазского института гуманитарных исследований и в том же году поступает в аспирантуру Института археологии Академии наук СССР. И именно тогда Олег Ухутович начинает изучение металла, металлографии. Олег Ухутович это был оратор. Казалось бы, он никогда так громко с кафедры, никогда он не выступал. Я вспоминаю его соратника Юрия Николаевича Воронова. Это были ораторы. Если Юрий Николаевич Воронов импульсивно выступал, а Олег Ухутович спокойно, все доводы он доказывал очень спокойно. Доклады касались жизни и научной деятельности Олега Бгажба, в частности, его преподавательской деятельности в АГУ, исследования культовых строений и памятников в Верхней Шере. Олег Ухутович – автор более 150 работ, в том числе 15 монографий, посвященных изучению материальной культуры Абхазии. На основе разработанной модели комплексного подхода Бгажба пришел к выводу, что территория Абхазии являлась одним из древнейших очагов металлургии железа и пути его диффузии из Малой Азии в Европу на фоне всего Причерноморья, Закавказья, Среднего Кавказа, Поволжья, Средиземноморья. Смогу сказать несколько слов, как и какую роль при нем археологические находки играют то значение, которое сумело благодаря его исследованиям в исторической науке. Находки не должны оставаться, особенно для тех периодов, когда нет ни письменных, ни эпиграфических источников. История Абхазии. Недавно университет большую книгу выпустил. Я знаю, что сейчас опять занимаются абхазский. Институт гуманитарных исследований не из легких.
Не из легких, если иметь в виду, что все-таки открытия археологические, они большие. Огромный фактический материал, который не задействован. Насколько знаю, многие исторические труды выходят, и там очень мало чего вообще приводится, привлекаются даже в качестве иллюстративного материала. Я считаю, что так не должно быть. Олег Бгашпа был ярким представителем абхазской интеллигенции, который воспитал не одно поколение молодых ученых. Под его научным руководством многие защитили кандидатские и докторские диссертации. Он внес значительный вклад в развитие отечественной науки. Личные качества ученого с мировым именем оставили глубокий след в сердцах его коллег и студентов. Айлита Арутюнян, Гугут Саварданя, Заурлиев, Абхазское телевидение. В конференц-зале «Абеги» состоялась презентация шеститомного издания «Путешествия вокруг Кавказа» Дюбуа де Монпере, а также книг «Любовь и западный мир» Дени де Ружмана и «Введение в европейскую историю народов до Геродота» Карла Риттера. Кроме того, состоялась встреча с писателем-переводчиком Владимиром Ткаченко-Гильдебрантом и издателем Игорем Савкиным. Подробности в репортаже Миланы Агрба. В эпоху, когда железные занавесы начали падать, на рынок хлынула целая лавина низкопробных переводов детективов, которые обещали легкую прибыль. Однако издатель Игорь Савкин сразу же установил свою планку. Он и его партнер Владимир Ткаченко, известный переводчик научной литературы с множеством переведенных книг, были людьми, влюбленными в Абхазию. Они стремились сделать что-то действительно полезное, внеся свой вклад в культурное обогащение страны, отметил писатель Владимир Делба. Приехать, привезти, показать и подарить институту только что вышедшие книги, и в том числе переводы Дюбуа де Монпере, где идет разговор об Абхазии. И Игорь Александрович меня озадачил, заинтриговал, что в работах Карла Риттера есть необычный, неизвестный раньше, так сказать, постулат о зарождении цивилизации европейской, которая, судя по всему, зарождалась именно здесь. Директор «Абеги» Арда Ашуба отметил, что человек, который постоянно путешествует и изучает различные культуры, обогащает свою жизнь и становится более открытым к духовным аспектам жизни других народов. У нас в гостях замечательные, можно сказать, и ученые, и переводчики, писатели. Все время человек, который путешествует, изучает культуры народов разных людей, это очень становится интересно, это становится более духовной жизнью людей. Главный редактор и гендиректор петербургского издательства «Алитея» Игорь Савкин подчеркнул, что рад презентации книг в стенах «Абеги». Следует отметить, что подобная встреча была еще в 2024 году. Я очень рад, что мы все вместе сегодня собрались. Я рад возможности поблагодарить всех, кого я имел возможность увидеть и познакомиться в прошлый мой приезд. В 2024 году я был в составе делегации Союза российских писателей, которую возглавляла Ола Звонарева и Петр Кренев, и Владимир Делба. Переводчик Владимир Ткаченко узнал от своего товарища, что один из российских олигархов рассматривает возможность финансирования издания произведений Дюбуа де Монпере. Ткаченко согласился выступить в качестве переводчика. Дюбуа де Монпере, это, наверное, первая энциклопедия кавказской жизни. Да, может быть, она потому что все остальные, либо это частичные. Гости привезли ряд книг в подарок Абхазскому институту гуманитарных исследований. Среди книг были византийские источники Древней Руси и Кавказа, которые освещают события, происходившие в этой стране в период византийского влияния, а также апостол Андрей между Востоком и Западом, под небом единым, свет над Россией и другие произведения. Милана Агрба, Раму Камки, Абхазское телевидение.
От джаза на побережье к великой классике в горах. Один из концертов фестиваля Хибла Гирзмава прошел в Корчалском районе у стен Бедийского собора, возведенного более 1000 лет назад. Провести вечер вместе с такой богатой историей собрались сотни слушателей со всех уголков страны. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив, правительства Абхазии и Министерства культуры Республики. О впечатлениях зрителей и атмосфере концерта в репортаже Ирены Богателя. Площадка начала оживать задолго до начала программы. Поток людей выстраивался в длинную вереницу у входа, и ровно в 7 вечера зрители запустили на территорию. С одной стороны от гостей завораживающие горные пейзажи, с другой – древние архитектурные своды. Музыкальный фестиваль Хибла Гирзмава продолжается, и уже второй концерт проходит именно в этом сакральном месте. Выйдя на сцену, певица искренне поблагодарила всех своих верных зрителей и друзей за многолетнюю поддержку. Я абсолютно счастлива поблагодарить и сказать огромное спасибо фонду Килишбея Чачпа и Важи Чачпа за то, что у них есть неимоверный интерес к тому, что я делаю. Они всегда рядом, и мне очень приятно за этим наблюдать. Спасибо большое. И я хочу, конечно, поблагодарить Андрея Дудко, моего друга детства, с которым мы когда-то начали этот фестиваль в 2001 году у подножья Пицунского храма, где мы выросли с ним. К середине концерта стемнело, и озаренный подсветкой собор предстал в совершенно новом величественном виде. Стены древнего Бедийского собора, возведенного больше 1000 лет назад. Сегодня этот великий памятник архитектуры превратился в уникальную декорацию прямо под открытым небом. Ведь в таком месте вызов для любого артиста. Ведь здесь нет идеальной акустики, закрытого оперного зала, но зато есть бешеная энергетика истории. Но этот вызов не для Хиблы Гирзмава, который выступает в этом месте уже который год и поражает зрителей своим талантом и профессионализмом. Сотни зрителей преодолели нелегкий путь к Бедийскому собору, чтобы насладиться уникальным голосом народной артистки Абхазии и России. Среди гостей были как местные жители, так и туристы из самых разных уголков мира. Некоторые приехали сюда даже из Сибири. Потрясающий вечер, погружение, место благословенное. И Абхазия просто дарит нам невероятный подарок. Вот сегодня в этот вечер мы приехали с Ямала, из России, это Сибирь, город Салехард, единственный в мире город на полярном круге. Мне нравится Хибла, я обожаю просто ее и как она умеет собирать музыкантов. А сегодня еще такой просто сюрприз, я бы сказала, танго. И в таком месте, ну, просто невероятно. Я думаю, аплодисменты об этом говорят. На музыкальный вечер приехали целыми семьями, и взрослые, и совсем юные ценители искусства. Тут много слов говорить не нужно о том, насколько великолепна Хибла и насколько она умеет себя преподносить и завораживать публику. О работе оркестра вообще отдельная тема. Их музыка уносила куда-то ввысь, особенно находясь в таком волшебном месте и слушая такую волшебную музыку, наверное, мы как-то, не побоюсь этих громких слов, но мы были, наверное, ближе к Господу, к нашему Создателю. Мне очень понравилась дорога к Бедийскому храму, сам концерт и Бедийский храм. Тут очень красивые места. Я хотела бы поблагодарить Хиблу Гирзмаву за такой прекрасный концерт и подарить ей букет цветов. В программу концерта вошли 15 абсолютно разноплановых композиций. Однако важной темой вечера стала семья. Она проявилась и в цыганской мелодии «Песня матери» на чешском языке, и в завораживающей мелодии из фильма «Интерстеллар», символизирующей неразрывную связь и любовь отца и дочери. В этот вечер вместе с Хиблой Гирзмава на сцену вышел академ-квартет, подаривший зрителям незабываемые эмоции. Мы провели 3 дня репетиций в Абхазии в полном удовольствии, с ожиданием этого концерта. Поднимались на гору, шел страшный ливень, и я думал только о том, что сейчас будет хорошая погода, когда мы поднимемся, потому что в этом месте не может быть плохой погоды. Все зрители, которые приходят на Хиблу Гирзмава, они все
приходит и знает куда. Поэтому это воспитанная публика очень высокого класса и уровня. А то, что сюда люди героически забираются на вершину и готовы слушать здесь такие концерты, понятно, что это изысканная публика и очень достойная. Джаз в Сухуми, классика в Бедийском соборе, а впереди еще концерт в Пицунде. Фестиваль Хибла Гирзмава продолжает удивлять своими масштабами и контрастами. Ирина Богателя, Заур Лиев, Абхазское телевидение. 31 июля в Сириусе прошли международные соревнования по спасению на воде. В прошлом году в них приняли участие спасатели из Сухума, а в этом году Абхазию представляла команда из поселка Агудзера Гулрыбского района. Участникам предстояло пройти 6 испытаний, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям. Бег, плавание, бег, заплыв на лодке, спасение на воде с использованием спецснаряжения и САП-досок, оказание первой помощи пострадавшему, а также задержка дыхания под водой. Команда так и называлась Агудзера. Представлял команду я. Мы показали довольно-таки хорошие результаты. Но не скажу, что мы заняли призовые места, но и тем не менее результаты были довольно-таки хорошие. В общей сложности было 16 команд. Я, по крайней мере, был доволен показателями нашей команды. Если сопоставлять с остальными командами, можно даже сказать, что намного лучше мы показали результаты. Даже глазами можно было видеть, что остальные команды, там много было спортсменов, можно сказать, и, может быть, это были не спасатели на воде, а может быть, даже и спортсмены. В Сухуми проводится ремонт троллейбусной тяговой подстанции на турбазе. Генеральный директор приглашенной российской организации ООО «Городской электрический транспорт» Валерий Демченко рассказал, что ремонт планируют завершить в течение недели. Заменили в выпрямительном шкафу старый агрегат на нового образца, более мощный и надежный. Данные работы носят неотложный, необходимый характер, так как из-за аварии не могли запустить троллейбусную линию в направлении рынок Каштак. После восстановительных работ проведем испытания и включим линию в течение недели, сказал Демченко. На сегодняшний момент наша организация выполняет ремонтные работы по второй тяговой подстанции на турбазе. Заменили в выпрямительном шкафу агрегат полностью на нового образца, более мощный, более надежный. Вот старого образца у нас сняты. Из-за аварии не могли запустить линию в данное направление. Вот проводим восстановительные работы. После того, как завершим, проведем испытания, включим. В течение недели, я думаю, уже троллейбус поедет на Каштак. Данные работы носят неотложный, необходимый характер, так как после аварии, в принципе, невозможно было бы запустить троллейбусы в данном направлении, не проведя восстановительных работ. Сейчас мы проводим их. Конечно, неделя – это, возможно, больший срок, чем хотелось бы многим жителям и отдыхающим. Но неделя, я думаю, это у нас будет крайний срок. Возможно, постараемся и раньше запустить, сделать. А сейчас расскажем о погоде. В пятницу, 7 августа, на территории Абхазии преимущественно ясная жаркая погода. Температура воздуха ночью 20-25, днем 29-34 градуса тепла. Температура морской воды плюс 26 градусов. На этом информационный выпуск Камчак-Шара подошел к концу. Всего хорошего, до новых встреч.